Назовемся как-то. Запись пошел. Пошла, да? Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Нұрбол Молдақұлұлы, елім Дулат, руым Қоралас. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Жамбыл облысы бойынша Мойынқұм ауданы және Шу ауданының басшысы болып келдім. Сондықтан да маған қазір сол қазақтардың жай күйін анықтау үшін аздаған жұмыстар бастау керек болып отыр. Бүгін осында менің құрметті ағам, әрі нағашым Абуев Нұрқасым Нұрғисай ұлы көкемізбен кездесіп отырмыз деп ойлаймын. Бірақ жалпы әңгімені мен емес, осы кісі айту керек. Сондықтан да сіздерге тағы да армысыздар деп айтқым келеді. Ну, саламатсыз ба, жолдастар. Ну, мен орысша айтам. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем я буду говорить. Значит, меня Нурбол пригласил, для того, хочет задать вопросы определенные по истории казахов. Я этим вопросом занимаюсь длительное время, где-то около 30 лет. Конечно, я дилетант, я не профессионал-историк, но никому не запрещено быть исследователем истории. И я вот исследую историю Евразии, и меня интересует роль казахов в формировании цивилизационных процессов на материке Евразии. Поэтому я думаю, что построим так отношения, вы вопросы будете задавать, вас интересует, я на них отвечу. Әрине, көп сұрақтарым бар аға. Ну, я готов на все вопросы ответить. Жалпы қазақтың тарихы бар ма? У казахов есть ли история? Ага. Значит, что? Ну, существование есть у нас всех. Мы произошли, мы жили, но если подходить с точки зрения историографии, то историю оценивают по историческим событиям, по историческим местам и исторические личности. Поэтому я считаю, что у казахов есть на что опираться, есть чем гордиться, поэтому история у нас есть. Но у меня определенный подход к истории, я постараюсь вам раскрыть его. Менің қалауым сол еді, аға, ойымнан шықтыңыз. Сонда қазақтың тарихы не? Сіздің ойыңызша? Ну, чтобы, как говорится, гордиться, ну не гордиться, а чтобы история была значимая, значит, я еще раз повторюсь, все люди откуда-то произошли, все как-то жили, но что можно вспомнить? Я хотел бы сказать такой вот вопрос от вопросов. Есть у нас планета Земля, на ней очень много материков и континентов, но почему-то именно на материке Евразия развились цивилизационные процессы, которые повлияли на развитие общемировой цивилизации. Да, были какие-то определенные, находят и Северной Америки, Южной Америки какие-то события были, но именно материк Евразия, хотя он разделен на определенные части, это Восточная Азия, Индия, Ближний Восток, Средняя Азия, значит, Северная Африка, значит, Восточная Европа, Средняя Европа,
Западная Европа. Везде цивилизационные процессы прошли такие, которые повлияли на ход мировой истории. Вот этот вопрос, он меня интересовал. И если мы взглянем в развитие этих цивилизаций, то у них везде присутствуют выходцы из степи. То есть на заре формирования этих цивилизаций участвовали выходцы из степи. Теперь я считаю, что это были предки казахов. Значит, давайте термины определим. Кто такие казахи, в моем понимании? В моем понимании это жители Евразийской степи. Чтобы иметь доход, они занимались производством, это степным животноводством. Чтобы степное животноводство освоить, они под это подстроили свой быт и устройство семьи. И еще один фактор – это язык, казахский язык. Потому что в Евразийской степи проживали еще некоторые народы, вот, допустим, монголы, у них другой язык. Значит, это первое. То есть определились, о ком будем говорить. Второе. Что из себя представляет степь, Евразийская степь? Ну, мы с точки зрения там, экономической географии, мы поймем, что это очень такое место, не очень благоприятное для проживания человека. Природно-климатическая зона. Открытые пространства, значит, продуваемый ветром, резкоконтинентальный климат. И там очень тяжело проживать человеку. Но это очень хорошее место для стадного проживания травоядных животных. И все степи мира, они похожи, поэтому везде проживают там травоядные животные, ну и вокруг них хищники. И если там присутствуют люди, то в основном они как охотники, также охотятся за этими травоядными животными. Единственное, в Евразийской степи именно казахи не как охотники, у них охота была для развлечения. Они вот эти степные просторы использовали для производства, как бы конвейерного производства, массового производства высоколиквидного товара. Это транспортные средства, это гужевой транспорт для верховой езды, это верблюды, лошади. Это производство белковых материалов пищи, это овцы, козы. Значит, это производство технических товаров, шерсть, кошма, шкуры. Ну, казахи еще и этих верблюдов и лошадей использовали в пищу. Теперь они использовали два сорта птиц хищных, это беркутов и соколов, как их, сокол, сункар. И, значит, два вида собак, это тазы и это тобет. То есть это все было поставлено для того, чтобы вести бизнес производства степного животноводства. Выжить. Жить, не выжить, а жить. 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 Если кругом народы, они действительно выживали, даже в хороших климатических условиях, они выживали, как бы, и развития не получали. А в степи именно, вот если сравнить вот этот период, где-то, ну, я думаю, 1000 лет назад, вот, то получалось, что степная экономика была очень эффективна, и если посчитать производство товаров на душу населения, то получается, что предки казахов создали очень высокоэффективное производство на душу населения.
использовали они технологии, говоря современным языком, не технические средства, а биотехнологии, биоинженерию. Био. Да. Биотехнология. Да, ну, если скрещивание, это ведь эти вывели породы домашние именно степных, тех, которые могли именно эту траву есть. Вот, допустим, такое вот в северном полушарии произрастает около 600 видов трав. И степной баран съедает 550. Лошади где-то 70-80. Там верблюды тоже какое-то количество. А, допустим, крупный рогатый скот, они там 30-40 могут есть. То есть именно казахи таких вырастили, одомашнили животных, которые могли именно в степных условиях быть продуктивными. Поэтому у казахов коров не было, это лесное животное. То есть вот так они организованы. Но вот здесь еще идет такая тонкость. Производство, как они это достигли, этих результатов. Этих результатов можно достичь за счет интеллекта. Интеллект, он, собственно говоря, есть индивидуальный, есть коллективный. Значит, коллективный интеллект — это надо было людям объединиться в группу. Группа, за основу у казахи взяли семью. То есть внутри семьи люди стараются работать на благо семьи. Но вот эта ячейка семьи в традиционном нашем понимании — это значит муж, жена, дети и родители престарелые. Она слабая ячейка, потому что по разным причинам может быть какие-то проблемы. Есть один ученый, российский и советский, Немилов такой, он книгу написал «Биологическая трагедия женщин». И вот он говорил о том, что действительно организм, он такой рискованный. Поэтому казахи — биологическая трагедия женщин. Немилов. У меня эта книга есть, она в раритете, ее раз выпустили. Поэтому казахи за основу взяли многоженное устройство семьи. То есть коллектив, состоящий из нескольких жен, они это целенаправленно работали на благо семьи. Значит, муж, бай, он это возглавлял эту семью. И, значит, и вот это вот такие семьи, благодаря коллективному труду, они развивались, то есть произвели одомашнивание определенных видов животных и развитие этих животных. Теперь я хотел сказать, что управлять многоженной семьей непросто, поэтому они, значит, построили определенную иерархию внутри семьи. Там иерархия, значит, за каждым членом семьи шло определенные должностные инструкции и строгое подчинение ему. Это дало возможность как бы производительно работать в степи. Теперь, чтобы вот это вести как бы производство, степное животноводство, оно, вот в чем была специфика. Значит, в то время не так была развита техника, технологии, поэтому казахи использовали природные условия, то есть, значит,
трава выращивалась, произрастала, а потом в степи она высыхала, консервировалась, накрывалась снегом. И казахи, значит, ведя перекочевки скота, за кормом шли животные, и на зиму они на зимовку вставали. В том месте, это в степи они вставали. Почему в степи? Потому что именно там трава высыхала за осень, и, значит, высыхала и консервировалась. И потом из-под снега, значит, на зимовке происходила дальше технология вскармливания. Но вот эта вот такая технология, она требовала перемещения за стадами. Чтобы перемещаться, под это дело казахи, значит, свой быт организовали. Это жилище, которое, значит, разбиралось, и это как его перемещалось. Это весь скарб, который укладывался в определенном порядке. И вот эти вот переезды, вот именно за счет вот этих переездов, перекочевок достигалось это эффективное ведение производства. За счет переездов? Переездов, потому что, значит, скот съедал взращенные природой корма, перемещался, но они не трогали то место, где будет зимовка. В том месте траву не трогали. Трава в степи сохранялась. Вот в лесу, вот я маленькое отклонение сделаю, в лесу трава не сохранялась, потому что солнца мало. Там солнце, влага, и осенью, когда трава увядала, в ней влага была, и она не могла законсервироваться, она превращалась в перегной. Ну, это было хорошее для следующего года растений. А вот в степи, значит, вырастали эта трава, потом она летом засыхала, осенью накрывалась снегом, и она консервировалась. И поэтому на зимовку возвращались в те места, где сохраняли этот травостой. И вот это вот перекочевки, вот такой образ жизни, это несколько видов животных, птиц, это постоянные переезды, это взаимоотношения еще внутри семьи, потому что коллектив-то большой, это жены, дети, сыновья, дочеря. Это требовало больших знаний. Поэтому вот эти знания, если бы ты стационарно жил, оседло, пусть ты там неэффективно жил, там, может, там хватало там, еды тебе, но таких больших знаний не надо было. Поэтому там не ценились люди со знаниями. То есть можно было и с маленькими знаниями жить. А именно казахский аул, это семья с баем, которому надо было постоянно переезжать, а переезжать надо было, доходило до 1000 километров, так говорят. Я думаю, покороче были расстояния. Все равно, даже если ты перекочевываешь с аулом на расстоянии, допустим, 100 километров, уже вот на этой площади много ситуаций возникает, которые надо знать, колодцы, тропы, как погода себя ведет, потом, что происходит с твоим стадом, с лошадьми, с верблюдами, с овцами, с собаками, что происходит внутри семьи, какие у них конфликты, как их решать. То есть вот этот образ жизни требовал знаний. Но у казахов знания не было, в письменной форме не оформлялось, поэтому сохранить можно было только в памяти. И вот здесь именно у казахов ценились люди со знаниями. Знания как можно накопить? Накопить их можно не изобретать, а просто накапливать. Для этого нужно время. То есть знания мог накопить
человек, который, значит, способен был, ну, это накапливать. Во-вторых, он должен был прожить какую-то жизнь. Время прожить. Да, то есть получается, что это был обычно взрослый человек, ну, если говорить по-русски, старец, но у казахов это было два вида взрослых людей, уже там, ну, пенсионный или как, ну, допустим, 50 лет. Для того времени это большой срок. Значит, если человек просто жил, просто ел, знаний у него определенное количество есть, но не делает он профессиональное суждение, мы же видим, что вокруг, что есть люди, которые могут знаниями пользоваться и постоянно как-то вот этой статистикой пользоваться. А есть, которые просто могут просто жить и это пассивно жить. И вот тот, кто вырос, и от него для аула нет такой пользы, его уважают, но он просто возраст человек, его называли шал. А тот человек, который жил это и набирал опыта, и постоянно давал советы, от которого аулу давал возможность выживать в той технологии жизни, то его называли аксакал. Уважительно. Если шал это такое нейтральное слово, то аксакал это уважительное слово. Повторюсь, значит, степь плохая, это для проживания человека, но хорошая для для проживания травоядных животных. Казахи этот ареал заселили и путем всяких вот этих вот биотехнологий они вывели определенное количество одомашнили степных животных за счет именно многоженства. Теперь, значит, чтобы жить внутри этого, вот внутри такого технологий и, как говорят, вспомогательных служб, нужен был опытный человек, то есть был такой, вот, как говорят, бизнес-консультант или научно-исследовательский институт. Это аксакал. Консультант. Да, консультант, советник, бая. Это аксакал. Ну, с возрастом к знаниям добавлялись много болезней. Я вот говорю, мужчины поймут и врачи поймут, урологи, что здоровье мужчин зависит от половой жизни, от длительности. И поэтому, чтобы аксакал жил здоровым человеком, здесь появлялась такая потребность дополнительно к еде, к вниманию. Ему нужно было вот этот вот половую жизнь вести. Пусть она была такая не очень, это, будем говорить, активная, но такая регулярная. Но чтобы этой жизнью жить, ему нужен был специалист. Я вот так говорю, как бы уберем русскую литературу, уберем вот эти нравственность, а чисто будем подходить по медицине. Ему нужен был человек, который мог его, как бы, чтобы он здоровым был. Ну, есть высказывание Зигмунда Фрейда, чтобы он творчество свое проявлял, как говорят, творчество – это перевоплощенное сознанием половое влечение. То есть, поэтому вот слово «такал» – перевоплощенное сознанием половое влечение. Творчество, перевоплощенное сознанием половое влечение. Поэтому мы видим вокруг очень много творческих людей, которые, в общем, это отношение к половым взаимоотношениям у них такое обостренное, будем говорить. Поэтому, вот смотрите, мы коснулись природа, производство, быт, устройство семьи и вот это информационное обеспечение этой деятельности. Значит, это аксакал.
И вот когда вот многие хотят там Токал, туда-сюда, они должны понять, что это должна быть между партнерами большая разница раз по возрасту. А то вот, допустим, если Байбище, вторая жена, по нашим понятиям, получится Токал. Он ему 12 лет, жену ему взяли 16 лет, вторая ему уже там 18, ему жену взяли там 14 или 15 лет. Она же не Токал. А вот если ты Аксакал, и вот тебе Токал, вот это вот пойдет. То есть надо запомнить это вот этот. Аксакал, Токал связан, короче, да? Да. Токал значит Аксакал. Ага. А если там это, и это сделано не для того, чтобы для утех, а именно для здоровья, для выживания аула. Потому что когда Токал брали, нужны были, это брали из другого аула, чтобы Джета-Ата не попадало, все это. Там тоже, когда отдавали, они знали назначение, это же будут Нагаше, правильно? Они просто так не отдадут. Но если знают, что они Аксакалу дают, для Аксакала, ну, тоже цена была высокая. За эту Токал давали такие деньги, ну, в виде скота, в виде это. Но аул шел на это, если хороший, ну, чтобы выжить в степи, вам науку надо оплачивать, понимаете? Аксакал надо оплачивать. Да, если так вот говорить. Я думаю, мы сейчас говорим, вот это критики будут говорить, я чисто, это гипотеза. То есть мы здесь это, как бы, выключи. Вот отвлекаешь, я говорю, аж не... Да, это... Ну, я же отключил свое. Ну, что-то немножко не тактично. Это же творческая работа. Понял. Так, теперь дальше. Вот мы прошли, да, поэтапно. Природа, производство, быт, устройство семьи. И вот здесь вступление было, что мы повлияли, но как? Вот это гипотеза, которую я продвигаю уже 30 и более лет. Это в статьях моих отражено, книга готовая уже, там план есть это. Вот многоженное устройство общества. Это плюс с точки зрения, когда вот весь коллектив, вот любой топ-менеджер хотел бы, чтобы все его работники прям работали на благо компании, только все творчески, все это. Как достигнуть? Вот он им должностные инструкции, конституция, там какие-то культура, там кто-то вот протестанты у них там это трудолюбие, честность в делах, бережливость. То есть вот такие элементы. А у казахи они взяли за основу кровное. То есть мать всегда будет думать о ребенке и о муже. То есть она никакой коррупцией не будет заниматься, лениться не будет. В ней это заложено. Вот Немилов, он это хорошо в своей книге описал, что из себя представляет мать. То есть один бай, и у него, допустим, 5 жен. Это 5 людей, которые работают на семью. То есть это, ну, как бы, взаимоотношения, ну, с точки зрения добросовестности исполнения обязанностей, это вот казахи, я говорю, биологию использовали, современные что-то конституция, там прокуратура, защита детей, вот это все. Хотят это через призму вот таких этих факторов разумных. А казахи из души, из природы запустили этот механизм. Но здесь многоженство, значит, плюс этот сделали, казахи освоили степь. Это такое, это, как бы говоря языком, это производство грузовых автомобилей, производство легковых автомобилей, это мануфактуры, вот это кашму изготовили. Это экспорт шел во все стороны из степи в больших количествах. Китай, Средняя Азия, Дальний Восток, Восточная Европа. Вот эти лошади, эти верблюды, ну, очень это пользуются большим спросом. Но мы вначале говорили, вообще казахи, цивилизация, причем здесь казахи, да?
Вот здесь я так скажу, вот маленькое отклонение. У меня есть статья «Теория происхождения государств». Общество человеческое, чтобы развивалось, нужно, как говорится, консолидировать это все потенциал общества, консолидировать, чтобы идти вперед. Если казахи сумели через семью, то окружающие народы, они жили по закону природы. То есть племя, его возглавлял человек, который это племя позволит выжить, но не развиться. Выжить, то есть племя должен был возглавить харизматический вождь племени. Не всегда он опытный, он просто молодой, сильный. И вот он племя вел, набирал опыта, но, как всегда, набирал к опыту, он набирал и болячки, болезни. Подрастал новый молодой, это лидер, смещал его, и племя жило, но не развивалось, потому что надо было накапливать знания, надо было развиваться. То есть желательно было, чтобы в племени возглавляли опытные люди, а кто добровольно отдаст вот это управление племени там какому-то человеку? Только должен прийти какой-то новый альфа-самец и сместить. Поэтому общество человеческое не развивалось. То есть, чтобы развивалось, надо изменить процессы. То есть, надо, чтобы общество расслоилось. То есть, кто-то рабочий, работают, не лезут вверх, есть какая-то маленькая прослойка, там и молодые, и старые, они накапливают знаний, развиваются. То есть, надо, чтобы общество расслоилось на какие-то сословия. И какой-то постоянный лидер, а все остальные работают, платят, с них собирают определенную сумму денег на содержание элиты, будем говорить, это налоги. И вот эта организация уже называется государством. То есть, если появится государство, будет расслоение общества, будет собирать налоги, и какая-то группа людей будет присваивать все, на эти присвоенные деньги они будут начинать развивать науку. И общество потом, через какие-то периоды, оно разовьется. И вот, чтобы... А кто добровольно скажет, что ты будешь не вождь, а будешь руководителем этого государства, что вы будете какие-то дворяне, есть разные сословия, добровольно никто. И вот этот процесс создания и развития государств требовал